Здравствуйте! Сегодня в нашей программе рассказ пойдет о военно-морских силах нашей республики. Итак, я хочу сразу с самого начала подвести как бы итог вообще тому, что собой представляли военный период наши военно-морские силы. Но о подробностях мы поговорим чуть позже. Итак, несмотря на то, что на грузинской стороне находилось большее количество плавсредств, вот абхазским военным морякам удалось защитить наши берега от атак грузинских катеров, осуществлять значимые морские операции и в конечном итоге полностью доминировать в водах Абхазии. Как создавалась эта доминанта? Кем и какими силами? Обсудим сегодня с бойцами ВМС военного периода. Это Султан Гисба, Джамал Бар, Даур Ермолов и Альберт Шанава. Ну, в первую очередь, с чего бы я хотел начать? Вы знаете, интересно было все-таки, как вот началось формирование, кто был инициатором. Интересно также, кому вообще вот в первые дни войны, многие даже и не понимали, что, собственно говоря, война началась, а уже тогда пришло в голову собирать так пригодившиеся вот впоследствии плавсредства. Кто был вот такой вот тяговой силой тогда, в те времена, в самом начале войны, буквально вот с 16-17 числа? Это был Лёва Катиба. Он, в принципе, организовал все это, флот. Ну, отсюда базировались в район Афона. Когда готовился к передаче, прочитал в интернете, что угнали вы тогда, так можно вообще? Да, да, что конечно. угнали? Да, 9 единиц плавсредств, среди которых были комсомолец Абхазии, Гумиста, Радуга-5, Радуга-7. И тогда же смогли вывести 3 катера, вот типа Невки. Это такие плавсредства, они больше, чем обычные прогулочные катера на подводных крыльях, которые большинство нашего морфлота Их составляют. более можно было приблизить к военному, так сказать, приблизить к военному кораблю. Военным операциям. Да, к военным операциям. Да, вот и в результате вот всех этих, я не ошибусь, если скажу, приобретений и всех организаций по составу участников, Катиба вот, Лёва Катиба, Александрович стал первым командующим. Да, да. Он, основным инициатором, конечно, был он. Потихоньку начал формирование, переросло в формирование дивизиона Гудаутского. Но это позже уже чуть-чуть. Да, ну я имею а вот в виду... самые первые дни, знаете, тогда, когда непосредственно с маяка, да, вот угнали эти плавсредства, как вообще вот это происходило? Кто из вас Вот я могу помнит? добавить к этому, да. Вообще началось с того, что Лёва Катиба и Султан наверху в Ишерах, мы там ни с того ни с сего, давай, говорят, оттуда угоним. Я говорю, как город уже взят практически весь Сухум. Это 17 число. Да, это 17 число было. Ну там тогда перемирие было. Ну, перемене как Какое-то? такового не было, но они уже город как раз занимались мародерством. Да. Вот в этот период, как раз до этого морских дел их не коснулось. Мы сели на Урал и с одним автоматчиком зашли, через забор зашли, и вот Султан, я, Лёва, там еще несколько ребят, и зашли, все, что можно было, что уцепиться, мы подтянули, и ночью в 12 или в час ночи мы, по-моему, приехали в Афон, и в Афоне, зачем, куда нам девать, говорит. А потом вышло так, что всю эту войну, по большому счету, на этих флотах и муку возили из Сочи, это Гагра еще была не взята, то есть мы были замкнуты в такой системе. И вот как, они собственно как-то говоря, пригодились. удалось вот такое количество плавсредств увести вот так совершенно бесшумно? Ну, это лотерея какая-то. И они не ожидали, и мы не ожидали. Это лотерея была. Более того, еще 300 тонн солярки привезли мы
Но не 300 тонн, по, данным, Не знаю. по документальным данным 60 да, было тонн солярки, которую увезли на одном из теплоходов. И во время войны вообще морфлот мало кто снимал. Да, вот мне удалось как-то 2 дня всего лишь взять камеру у моих коллег. Вот, и в морфлоте, когда я находился, поснимать что-то. И потому, знаете, Пицунский дивизион в нашей хронике может быть представлен даже больше, чем Гудаутский. Но мне удалось узнать, что и Тали снимала в свое время, Тали Джопла снимала, Гудаутский именно гарнизон. И благодаря ее съемкам мы сейчас можем соблюсти какое-то равновесие между двумя этими дивизионами и кое-что показать. И в частности, я хочу, чтобы вы посмотрели короткое такое интервью Юрия Ачба, командующего который... Конечно, это начиналось без меня, вот как вот мои товарищи тут рассказывают, то есть так собирали все по нитке, то есть по всей республике, где находили любое плавсредство, своими силами его обновляли, ставили, то есть, вводили в строй, вооружали чем только можно, садились и шли воевать, начали создавать структуры флота, то есть, так, организовывать их. Конкретные, так сказать, дивизионы катеров, так сказать, так, отдельные боевые единицы. Коды нашего первого корабля, который именно предназначен для защиты, так сказать, берегов, вот этот поискать типа «Гриф», качественно улучшилась, так сказать, работа флота. То есть у него имеется и скорость, и вооружение соответствующее. Называться флотом это слишком громко, так сказать, потому что он в основном состоит у нас из бывших прогулочных катеров, вооруженных всеми видами оружия, какое только может быть, если так, прогулочных теплоходов. И вот этого единственного патрульно-сторожевого катера, типа «Гриф». Личного состава вместе со мной где-то 169 человек. Вот это весь наш флот. У нас сейчас 2 дивизиона катеров, это значит Пицунский и Гудаутский. Но Юрий, Ачба, он кадровый военный, служил на подводной лодке, на атомной подводной лодке. Вот, и, конечно же, он вот с некоторой улыбкой говорит о том, что собой представляло количество вообще наших военных моряков. Когда он говорит о цифре 169, это, наверное, на его подводной лодке было побольше, на одной подводной лодке. Да, но все-таки у нас были у нас катера, и эти катера были не приспособлены для военных действий. Каким образом вам удавалось и как это делалось так, чтобы возможно было отвечать на атаки грузинские силы? Понимаете, конечно, все самодельно, кустарно, но мы как-то проверенно выверяли, точности, конечно, стопроцентной такой, как говорится, заводской не получалось, но были так называемые Нурсы, это неуправляемый ракетный снаряд, и они подразделялись на 2 вида, как бы, на 80-ку и на 40-ку. Вот мы по бокам катера устанавливали одиночные трубы для 80-ок, и в середине катера был такой барабан, у кого самодельный, у некоторых даже был этот барабан с вертолета. Ну да. Кассетная, да. Ну это вот на адмиралтейских катерах. Да. А у нас мы такие 3-4 трубы соединяли в барабан и делали его как бы более-менее управляемым, так сказать. Послушай, а вот я помню тогда на маленькие катера, на подводных крыльях которых, да, я про них и говорю. Да, вот эти вот самодельные трубы. Да, трубы, я же говорю, по бокам. Антицами их называли? Ну, андийцы, это... Или это пехотные были Это пехотой антицы? назвала. Это пехота назвала все-таки, да. Но довольно-таки дальность у него не маленькая, и как бы они, можно сказать, что делали свое дело как бы... Но
коэффициент, Эти катера, они быстроходные. коэффициент погрешности в стрельбе, конечно, был. И эффект, Об этом поговорим. эффект после обстрела, после выхода этих катеров, конечно же, в стане врага это вызывало неразбериха, все такое. Панику, естественно, обстреливали район маяка. там, Наверное, да. возникал такой вопрос, откуда? Откуда? Вдруг? Да, Почему? вдруг внезапно среди ночи летят снаряды, да, это, конечно, дорого стоило. В начале войны это еще было, а потом все наращивали, все больше и больше, все эффективнее. Задачи ставились, уже разрабатывались, да. Давайте мы сейчас посмотрим еще один сюжет. Это Александр Воинский. Он такой легендарный моряк был в свое время. Комета, а что за комета? Один в ватнике выходит, я вышел в ватник, у меня штаны здесь, веревка белая, штаны подвязаны, лимонка в руках. Коля тоже вышел, он пираты чисто, ну что сказать, что это вышли моряки брать. Ну хоть одели сейчас немножко, вот. Леня с торпом одетый. Да, к концу войны даже, может быть, это носки дадут. Что-то дадут, ну Носки ничего. дадут. Главное, чтобы сухум взяли. Наш командир дивизиона Да. Баутского. Да, да перестань, все мы Ну, одинаковые. Солнца. Со стороны посмотрел, когда катера идут с вооружением, что-то серьезное. Когда Абхазский флот на маневры выходит. Нет, на патрулирование государственной границы. Вы знаете, на самом деле, вот сам Воинский, он в одно время может показаться очень таким простым человеком, но с другой стороны очень решительный был человек и многое сделал для морфлота. Ну, оставил всех и приехал сюда. И рядом стал, и я смотрю, сапогах стоит в воде и что-то делает. И мы до войны, я в детстве с ними начал работать, служить во флоте. Он немножко старше был у меня. Ну и этот поступок уже заслуживает большое внимание. Да, на самом деле и сам поступок этот, конечно, внимание заслуживает, но и другое дело, что заключается в том, что он действительно внес вклад и Большой некоторую вклад. даже выдумку вот в действия военно-морского флота. Обязательно. Он, на первый взгляд, он вообще был близок ко всем, но и в то же время во все выходы он принимал участие. Во все выходы, ночные, дневные, столько энергии. Он очень энергичный был, решительный был. И всегда он что-то обязательно выдумывал. И это всегда имело большой эффект. Ну, Султан Гицбе как начал говорить, просто он не договорил то, что это ребята, которые действительно были моряками. Начнем с того, что Султан Гицбе, Воинский, там Тимур Сулава был, Зурик Авицбе. Лёва, это моряки, это Аслан кадровые Свишба, морские офицеры, это да. которые, как говорится, гражданские моряки, которые перешли на, ну, как бы, военный морфлот. Мы, конечно, учились у них. Понимаете, ну, азам, так сказать, морфлота, да, я в морфлоте не служил, я был вообще артиллеристом, понимаете, и как бы попав в морфлот, таким как я, было немного трудно вначале, но мы смотрели на тех, которые как бы более разбираются в судоходстве, в выходе в море, и как бы уже потихоньку, так сказать, приспосабливались к этому. Ну да, они были все-таки с профессиональными навыками. И я, извиняюсь, хочу еще добавить, что оба его сына, младшему-то было вообще там лет 15, по-моему, если я помню, оба его сына были с нами тоже вместе. Ну, вот вы говорили о профессионалах, конечно, на которых вы как бы ориентировались и, наверное, и учились у них как-то, и, судя по всему, так оно и было. Другое дело, что среди тех профессионалов, которые имели непосредственное такое вообще отношение к
морскому делу было огромное количество людей, которые впервые вообще попали, так сказать, на воду. Да? Да, вот в том числе Алик, например. Да и я в том числе. И вы тоже в том числе. Вот здесь. Но с другой стороны, я хочу сказать, что все-таки формировались два дивизиона вот при участии людей, которые имели отношение к морскому делу. Конечно. Я хочу сейчас показать еще один сюжет, тоже представленный из хроники Тали Джопуа. Дивизион на сегодняшний день выполняет цели и задачи именно охраны берега от границы СНГ и до мыса Ну, Бомбора. будем так называть, от границы до Дюссер, да, ну до Бомбора тоже, правильно. Водных рубежей. Вот так называемая 12-мильная зона, мы ее охраняем, чтобы вражеские суда не зашли, и, естественно, ведем надзор за всеми действиями этих судов, находящих. Вообще нужно, я сам просто мастер спорта по водно-моторному спорту, у меня как-то это получалось. И вот, в принципе, вот с этого мы и начинали. Меня назначили командиром диверсионного отряда, который работал в Гаговском направлении. И с этого, в принципе, мы и начинали, и по сей день работаем. Тогда у нас ни подразделения, ничего такого как не было, ни дивизиона. Это сейчас эта структура выработалась. А тогда просто вот было несколько дивизионов на подводных крыльях. Здесь руководил Коля Эник. Потом изыскали адмиралтейский катер. На нем привели в порядок, вот, и продолжал на нем всю зиму. Вот потом пришел Леня. Мы в основном старались после взятия Газы экономическая блокада оставить в Грузии. Задерживали несколько судов. Ну, скромные ребята, такие вообще не очень и разговорчивые, как многие моряки, ближе к делу и о деле. Вот там они могут себя в полной мере проявить. Да, но героические люди, вообще я вам скажу, конечно, многие те, кто воевал на суше, они говорили о том, что очень сложно им представить себя в море, где нет опоры. Понимаете, тут, говорит, хоть понятно, да, там что-то случилось, на что-то можно опереться. Пожалуй, в море некоторые говорили, я бы не пошел, говорят. Вы знаете, что, конечно, хочется рассказать о многом и обо всех участниках вообще тех времен. О военно-морских силах мало вообще-то говорят. Но поэтому я с большим удовольствием представлю следующий сюжет. Это сюжет тоже Италии. Сняла, будучи в Гудаутах, о Гудаутском дивизионе. ان شاء الله رحمنا اي بشر يلقى ينه حنيوه زي كده الرجال الوصول يلا وبجاب يحتى ريح سكون Наше дело право, победа будет за нами. Мы все равно победим. عيد كولا زي أبسنا زي عيد كولا نوسكر زرو هجيك وجود حزم خو زي حمو زي جزية حمو ما يشوف بس أطاخر زي حمو زي عزن دود زام أبرا زاو صار أنا زرار بدي بشوت حد ما زيد حبسنا شوت أو زام Саша Дипо. أبرد قلت يونغا عند حمو. منين يتاو نشرت خلنا مشينا خمسة وقت نسي شرت. إحنا نشايته حرارة. حكوا تشتغل. صار يوقف بحمو. عاقب بخت قمزح صار.
Но вообще из тех 169 человек, которых обозначил Юрий Ачба, мы, конечно, вот что имели, показали. И в дальнейшем, я думаю, это не последняя передача, где мы будем говорить о морфлоте. Правда, Алик? Говорить побольше. И, естественно, представить это как бы более обширно. Вы знаете, сейчас я бы хотел перейти все-таки вот к основной теме нашей программы. Эта тема, она связана с теми трудностями, с тем, что происходило непосредственно уже в море. По-моему, 26 числа с грузинской стороны была попытка, значит, высадки десанта. Утром 26 августа в районе Гагры во время морского боя войсками Госсовета была предпринята попытка высадить десант и бронетехнику. Однако попытка не удалась. Баржа и катер были обстреляны и выведены из строя абхазской стороной. Это был первый морской бой нарождающегося абхазского флота. Вот так написано в некоторых документах. Августа, да? 26 августа, Да, да. она прошла мимо Гудауты. Это плавучий кран 100-тонный. Да. На нем были вот это танки, там все. Военная техника был. Людей я не знаю, я там не был, ну так. Это до высадки десанта в Гаграх, получается. Это Да, это 26 августа. вот это и хотели технику высадить там. Потом, я не знаю, судьба, ну, в Гудауту она прошла в сторону Гагры. И там было попытки, там обстреливали его несколько раз. Вот документы говорят о том, что это был первый морской бой нарождающегося Да, это да. абхазского флота. Это да. Такие разрозненные пока были, так скажем, операции, которые не были централизованы, так можно сказать, но которые имели существенный. Но я вот уже говорил, вы знаете, что уже в августе, даже еще до 17 числа, 14 абхазских бойцов Агудзерского батальона после боя с Тбилисским ОМОНом были вывезены. Да. То есть вот мы, конечно, знаем о тех операциях, которые были уже и документально зафиксированы, но оказывается уже вот на катере Хварске с 14 на 15 в ночь он вывез бойцов Агудзерского батальона. Вот такая история тоже у нас была. Даже 17 числа уже вот еще ничего и не сформировалось, а вы только лишь пытались угнать катера. Да, только начинали. Уже тогда на спасательном катере Чибис вот, перевезли группу из 8 человек из Нового Афона в село Тамыша Чимчирского района. Судя по всему, там организовывалась тоже какая-то военная операция. А вот 21 августа в Пицунде был захвачен катер на подводных крыльях «Комета-50» с грузинским экипажем. Да. Его отконвоировали в Гудауту, а после передачи грузинских военных штабов в Гудауте «Комета» была поставлена в Абхазии. Да. И вот, по-моему, пытались ее Мы ее потеряли во время большого шторма. Но там ребята успели радар снять, и как бы, который впоследствии использовали на другом судне. Послушайте меня, хочу одну вещь у вас спросить сейчас. Я вообще хотел позже спросить, но вот сейчас все время это меня как-то гложет. Вы мне скажите, вот не было никаких военных судов у нас. Скажите мне, пожалуйста, вот такие плавсредства, предназначенные исключительно для гражданского пользования, катера маленькие. А я знаю, Алик не даст мне соврать, некоторые выходили в море даже и на казанках. Да. На этих совсем маленьких катерах, просто с мухой. Было и такое. На плече, да. И вот на таких тихоходных, можно сказать, судах, как прогулочные катера, вы мне ответьте на один вопрос. Почему ни разу грузинские военно-морские силы не вышли к вам навстречу или не попытались как-то противодействовать вот той доминанте, которую осуществляли вы все на море? Почему?
На самом деле, во время войны море контролировали военно-морские силы Абхазии. Грузин там не было видно. По всему пространству. Это высадка десанта, это уже район Ачимчир, аэропорт, контроль за аэродромом, обстрелы грузинских транспортных морских средств не было вообще видно в море. Полностью контроль за морем осуществляли мы. Что и как, что им помешало, это уже... Но, насколько я знаю, вообще-то они обладали военными морскими судами. Да, и в Батуми было, и больше, чем у нас. Вот, и военные были, и то было. То есть, ну, по большому счету, это, наверное, все-таки паника. Как-то они не осмелились, мне кажется, выйти в море и затеять морской бой. Один раз обстрел был в район, вот это, когда наши самолеты, какие-то маленькие гидропланы готовили. И с маяка стреляли. Один раз только было, я который помню, с маяк вышли и обстреляли. Ну, градом, наверное, стреляли. Больше я не помню такого. Ну, знаешь, что, скорее всего, так же, как и пехота знает все свои тропинки по горам, по лесам, по всем этим. То же самое, то, что мы здесь живем каждый день с детства, в море выросли. То есть мы знали, когда, куда и где подойти. Сухумчане, моряки. Ну, они так и не пошли, никто. И никто не собирался создать морской флот. Войну закончили, но, слава богу, так и получилось. Вы знаете, а не кажется ли вам, что имело значение если я сейчас правильно выражусь, агрессивность военно-морских сил Абхазии, с которой начали буквально с первых дней оказывать какое-то действие по контролю морского пространства Абхазии? И я думаю, еще, знаете, не было у них достоверной информации все-таки, что у нас есть. Понимаете? Начнем с того, что когда, один момент такой расскажу, мы остановили турецкий сухогруз. И маленький катер, впереди катера прожектор, понимаете? И получается, вот этот маленький, а он не поймет, капитан сухогруза не поймет, кто его останавливает. Он даже величину катера не может понять, потому что идет прожектор с воды, и как бы даже такое ощущение, что подводная лодка как будто всплыла и его останавливает. Понимаете? И я думаю, вот это незнание того, чем мы обладаем, на самом деле, знаете, их пугало больше всего, Но я знаю, еще тогда, по-моему, Воинский придумал это дело, когда жгли плоты. Да. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям интересно. Перед нами была поставлена задача, выйти в море. Мы тогда пошли на 2 катерах. Женя Сангуля был, это был Лаврик Ахба, Коля Авицба, ныне покойный. Задача такая: выйти в море, подойти как можно ближе, спустить этот плот самодельный на воду. Это ночью было? Ночью, это в ночное время, чтобы он имел эффект. Когда он уже загорится, чтобы уже враг уже наносил удары туда, да. Плот он начинен ватой, пропитанной солярой, его поджигали. Наша задача, быстро отстреляться еще нурсами и уйти вглубь моря. Цель какова была? Цель, потом уже на следующий день уже грузинские СМИ там потопили Черный Ворон. Сообщали, да? Да, это Черный Ворон, это была баржа, на котором Египет Султан и его экипаж, там 15-16 человек, на ней стоял град, на ней было все вооружение. Это вообще был флагман нашего флота, если так можно выразиться. Это тихоходная морская единица. 4 узла, это очень мало, это 5, И никто это пешком. не вышел ее утопить, зная все эти качества.
Вы знаете, что таких случаев интересных, конечно, было много, когда что-то выдумывали, придумывали и в конечном итоге вводили в заблуждение, а может быть даже и в страх грузинские войска. Вот, и, насколько я понимаю, цель была еще и в том, чтобы как можно больше всю ночь горит этот план, а в него вагоны снарядов вообще уходят. Расход снарядов. Вы знаете, что один еще эпизод я хочу, чтобы наш режиссер Даудлога представил. Это небольшое такое интервью Дмитрия Нагимова по прозвищу Китаец. А вот про эту лодку хочу рассказать особо. Вот эту первую, да? Да, это первая лодка. Ага. Это самая маленькая единица, так можно назвать ее. Вот. Участвовала в боевых действиях, вылазках на Сухуми, обстрелах. Вот. Я вам расскажу такой момент из ее, так сказать, биографии. Значит, в один из обстрелов, один из выходов на Сухуми обстрелов, шел обстрел, ночь была темная. Значит, с грузинской стороны тоже был ответный огонь, но как таковой лодка маленькая на воде, ее заметить практически невозможно. Видно, что стрельба идет с воды, а что стреляет, не видно. И на следующий день по телевидению грузинскому было объявлено, что абхазская подводная лодка обстреляла берега Сухуми, но силами артиллерии уничтожена. Так вот, я вам хочу сказать, Да, вот это абхазская подводная лодка, да? Ну, это вот в подтверждение тех слов, которые вы говорили, ввести в заблуждение в отношении наших ВМС, значит, да, ВМС Грузии. Что я хочу сказать? Да, была у нас подводная лодка. Конечно, сейчас Информация секретная. И не одна. Информация секретная. Но все же я хочу вас вернуть, знаете, к чему? К началу тому, о чем я говорил во второй части. Это то, что собой представлял выход в море. Это тогда, когда на катере нельзя было зажигать свет, было темно, абсолютно вообще вокруг бездна, сверху бездна, снизу бездна, по бокам бездна. И вот в таких условиях происходили обстрелы и выходы в море. Смотрим наш следующий сюжет, который... Скажите мне, пожалуйста, вот на военных катерах, а потом мы и про баржу тоже спросим. Скажите мне, пожалуйста, вот в таких условиях волнения моря, ну, скажем, там приемлемого, все-таки как удавалось поражать вот те цели, которые необходимо было обстрелять? Честно. Честно, методом тыка. Понимаете? Ну, сперва, ну, как бы изо дня в день, ну, навык приходил, как направлять, как стрелять. Это, конечно, там кое-какое наподобие прицела у нас было, но понятно, что его тоже надо было, как говорится, прострелять, чтобы было, ну, как сказать, понятно, как он стреляет, да, ну, как чтобы
ну, значит, если там чуть ниже брали или чуть выше, вот там. Да. На как раз катерах, они кричали, значит, да. не было такой задачи там именно уничтожить Поразить цель. определенную цель. Перед нами Но вот ставились тогда задачи- ставилась задача, например, обстрелять район район гостиницы обстрелять, Тбилиси. да. Но определенно уничтожить там танк или еще какую-то огневую да, позицию, это этого было невозможно, эта задача не стояла. Наша задача подойти как можно ближе и обстрелять район маяка или центр города или предполагаемые как бы, огневые да. точки и уходить вглубь навести моря. страх. Район обстрелять. Каковы были вообще условия для, так сказать, работы в море тогда? Вот как это совершенствовалось, каким образом удавалось вам все-таки наводить, я извиняюсь за такое уличное слово, шорох на противника? Ну, знаешь, это ежедневный выход в море. Это с утра до вечера ежедневный выход в море, обстрел берега. Ночью подъезжать близко совсем, Но буквально. я бы сейчас хотел, знаете, чтобы наши телезрители прониклись тем, что представляли собой эти плавсредства наши, когда шли вот в том числе в Тамышский десант. Сушка идет, бля, сушка. Он свет включил, видишь, свет включил, бля, полный свет. То есть вот вы знаете, там катера, вот они пропадали, не знаю, как видно, наверное, на большом экране это более было хорошо видно, но они вот опускались, и, судя по всему, высота волны, наверное, была не менее 2 метров, да? Ну да, конечно. 3-4 балла, да, это уже хорошая опасно волна. вообще для такого катера перегруженного, как вот Адмиральский, который мы смотрели. конечно. Море непредсказуемое. А тем более на крыльях, Серьезно. которые, да, вот как наша была Невка. Да. Вот как только маленькая, даже до 2 баллов, ее сразу прямо заныривало в море. И потом надо тихо-тихо поймать волну и выходить. Очень трудно было выходить. Если говорить о неудавшемся десанте, который тогда, конечно, я могу ошибаться, но не знаю, там 8-9 баллов, по-моему, было, если... 9 баллов это совсем вообще. Нет, это там сейчас тогда, точно да, тогда определить, там было. конечно, Нет, тяжело. я могу ошибаться, но у нас оторвало это носовую часть, и столько воды мы черпали. Такое, мне хочется еще отметить то, что десант был в основном с Северного Кавказа почти на 80%. Это ребята, Морской болезнью заболели. которые не видели моря. Да, да. Вы понимаете, когда я видел их лица, когда они сказали, когда было видно, что поставьте нас хотя бы одной ногой на землю и любую операцию выполним. Понимаете? И, конечно, это был трагический такой момент, скажем так, можно сказать, в истории ВМФ, когда не получилась высадка и мы вернулись, хотя... Отрицательный результат тоже. Нет, результат. тоже не. Я к тому, что хотя много и нюансов, и много вопросов и командирам, мы все знали, что нас ждут ребята, которые взяли город, и надо было всеми правдами и неправдами высадиться. Выброситься надо и было. может быть, и ход войны тогда бы поменялся намного, так скажем, быстрее, потому что после взятия Гагра грузины, конечно, были очень сильно напуганы, и они, когда узнали о том, что еще и десант идет в Ачамчире, это был такой, значит, серьезный мотив для того, чтобы, как говорится, уносить свои чемоданы. Но
ну, конечно, там очень геройски себя показал и Алик Агрба, капитан баржи, и вся команда. Ну, у нас еще хотелось бы отметить ребят, которые 11 человек воевали в Приднестровье, потом с Приднестровья, там такая сборная у них команда была, там у них Саша Архипов был командир, и там и молдаване, и русские, ну, такая, как бы, сборная группа была, и после неудавшегося десанта мы отправили десант первее, ну, как бы отбой операции, когда дали, пришел прогулочный катер, пришел, да, Султан, на который десант перегрузили, ну, Королева Катиба на Адугу-18 пришел. да, и десант отправили как бы вперед, и произошла поломка баржи, и мы, значит, эта группа ребят, и Ибрагим тоже остался, и команда, значит, баржи, мы уже, когда шли обратно, попали под, значит, самолетный обстрел, ну, конечно, нам повезло, очень сильно повезло с тем количеством снарядов, который был на корабле, нам хватало одного хорошего осколка, чтобы все это взлетело на воздух. Вспоминается зенитчик, который сел на зенитку, и мы ему даже его окрестили подводным зенитчиком. Он с головой уходил под воду и, выныривая из-под воды, стрелял в самолет. Знаете, это... Зенитное устройство было на носу На баржи, носу. когда волна Да, опускалась, он уходил под воду. И когда уже нос поднимался, он уже... Да, и он уже выходил из-под воды и стрелял в самолет. Хорошо. Вы знаете, что вот, но мы уже близимся к завершению, поэтому я бы хотел перейти уже на Пицунский дивизион. И первое, что мы хотим показать, это вот документальные кадры о том, какое вооружение вообще создавалось тогда группой от Гура и Налыпа. И вот конкретно торпеда сама делалась Анатолием Марколием. Мы посмотрим на то, что собой представляло это оружие. Так я и думал, что ты подойдешь. Отойди. Руля она стала лучше слушаться, да? Стабилизаторы под углом, да, чтобы она поднимать часы. Да. Ну так, бочком-бочком, но все-таки она свою функцию могла выполнить. Могла. И Всё-таки вот теперь я хочу к главному флагману вообще наших ВМС перейти. Султан, это к вашей барже, на которой вы установили град. Это вообще как получилось так? Как не перевернулся этот град? Когда он стрелял, тоже несколько обстрелов же было. Как? Насчитывались... На авось поставили или все-таки прикидывали? Там на диаметральной плоскость судна и на радаре все. Там 1 сантиметр ошибка будет, своих расстреляешь. Там, вот это ставить пароход надо было очень четко, потому что своих не расстрелять где-нибудь. Вот такая, да. А о каких операциях вы участвовали? Какие обстрелы вы проводили с градом? Ну, с баржей? аэропорт
почти в неделю постоянно аэропорт обстреливали там. Кинг обстреливали. И Можно сразу добавить, что на нашем счету 2 самолета, один упал в море, другой на взлетную полосу. Сагер в Ачимчире был команда, чтобы там 7-й район какой-то обстрелять, а потом отбой дали. Не обстреляли. А так, вообще это уникальная операция морского флота. Все единицы, все командиры, все участвовали в этой операции. Я думаю, что большую роль сыграло это войну, что это так уникально было все организовано командиром. Каждый свою задачу имел. Сейчас я не знаю, у кого какие задачи были. Я знаю свою задачу, которую я имел, и это было выполнено. Но я еще хочу показать вот ту мощь, которую представляла собой Невка. Нашим зрителям будет интересно. Сюжет о военном катере Невка, которым руководил Славик Агрба. Да. Алик. Море выходим, брат. Готовится к выброске десанта. Ну, не в это. Но на самом деле, конечно, мощный катер был. Алик, ты ходил на этом катере. Какие задачи вам удалось выполнить и что вы сделали существенного в море? По большому счету, после того, как мы торпеду бедным Матгуром, ну, фактически сделали мы, с ним не было объекта. Не в кого было его пускать. Пришлось. Нет, некого как. Была задача. Я-то помню, задача была «Вектор». Мы еще с Валико Таня, который тоже тогда там находился, мы с ним все никак не могли поделить, кто кнопку нажмет, когда будут запускать. Походу, радиоуправляемая была на 18 километров. Да. То есть 18 километров она была пультом управления. Да. И Славик говорит, давай, говорит, она у нее уже была безобразная, эта Невка несчастная, уже почти разваливалась. В буквальном смысле разобрали ее заново, все. Да, разобрали, достал я, ездил в Лазеровск, привозил оттуда тайными какими-то ходами, привозил это полифирку, все переклеил. Да, я помню это тоже. Моторы, новые моторы поставили это в обмен этих трофеев, которые мы брали у этих в аэропорте в Гудаутском. Я знаю, что я тебя перебью сейчас. Просто дело заключается в том, что я хочу похвалить Алика, конечно, он в то время был единственным человеком, который мог залатать все дыры вот этим вот полиэфирными делами, плюс это стекловолокно и так далее, но на досуге он мог сделать очень оригинальные, он же художник, очень оригинальные вещи буквально из того, что могло находиться под рукой. Я вам хочу продемонстрировать одну вещь, с ней тоже связана история, это такая птичка на белом фоне, наверное, будет лучше видно. Вот такая вот она, такая, не знаю, как ее еще показать, чтобы видно было. Такая очень интересная, глянцевая, которую он все время
полировал каждую свободную минуту, доводил вообще до того, чтобы она была такой вот изящной, и вместе с тем такой вот колючей, знаете, со всех 4 сторон. История связана с тем, что он всегда выигрывал в шахматы, то от Гура и Налыпа, то еще у кого-то, а я вообще тоже слабый шахматист, и как-то я от Гуру сказал, да я у него выиграю. Али говорит, смешно. И я сел с ним играть. А он мне тут вдруг, а на что играем? Поставить что-нибудь, чтобы мы могли хорошо это дело отметить. А я говорю, что тогда? Что я с тебя могу взять? Я говорю, вот эту птичку. Хорошо, говорит он, будучи очень уверенным в том, что все проигрывают. А от Гуру Налыпа возмущался, говорит, слушай, играть не умеет, как он говорит, все время выигрывает. И что самое интересное, всегда я проигрывал в карты, всегда я проигрывал во все игры, какие только не играл. И тут в шахматы я у него выиграл и получил эту штучку, которая была талисманом, в общем, во время войны. Во время вот взятия города все время с собой носил. Не потерялась? Нет, не потерялась. Нет, не потерялась, Всю жизнь она душа. со мной. Пока не потеряется, я буду жив. Такая вообще, кажется, история. Случай был такой, вот мы уже сделали эту лодку и ушли на охрану. Вот этого китайца мы забрали с собой. Он нас учил на ПЗРК первый раз, как пользоваться ими. Хотя из 10, практически 1-2 был целый. Нас нечем было даже учиться, потому что нам объясняли на пальцах. Я говорю, дайте хоть один пробный выстрел сделать. Это, говорит, очень дорогое, дорогое удовольствие делать к чему говорю? На стреле пробный выстрел. Мы сбили самолет этим ПЗРК, и вот китаец сбил. Мы вернулись. Уже возвращаясь, знаешь, что было, что случилось? Слушай, генератор нас накрылся, а генератор весит 80 килограммов. И вся команда наша была низкорослая. И Славик был, и Джинджу, и Хата, все не... А до генератора дотянуться надо было только с моим ростом. Вот они меня засунули туда, и я с 24 болта одной рукой вытащил, отремонтировали, поставили, и так вернули. И в заключение нашей передачи я хочу показать вот этот вот еще один интересный момент из нашей уже морской жизни в Пицунском дивизионе. Это вот уже созданное непосредственно самим Адгуром и Налыпа, это оружие, грозное оружие возмездия, которое мы называли. Это такой катер самоходный, который управлялся на, по-моему, километров 17-18. 18.
Адгур погиб, Царствие Небесное, да, и всем тем, кто, вечная память всем тем, кто погиб во время войны, конечно, вообще невосполнимая утрата. И после войны многих мы уже... Да, и после войны, ну, я уже теряем, говорил, да, конечно, если бы мы делали передачу чуть-чуть раньше, скажем, в 90-е годы, удалось бы со многими, наверное, поговорить и оставить какой-то документ о истории военно-морских сил и войны в целом. Адгур вообще с утра до вечера вот все время это налаживали. Вы же понимаете, что это все делалось вручную, несмотря на то, что он работал в Москве в то время в Институте космических исследований и даже на одном из спутников запустил какой-то свой аппарат. На Фобос. Да, на Фобос. И, да, все-таки сделать здесь своими руками такой аппарат, который был загружен, кстати говоря. Ты мне напомнишь фамилию того парня, который загрузил этот кислородный баллон с 100 килограммами тротила? Кварчельский, слушай. Кварчельский парень, да. Славик, я даже не отметил. Да, забыл я фамилию. Ну вот, видишь, как мы тоже постарели и забыли, и теперь все вспомнить не можем. Поэтому кислородный вспомнишь, баллон был. потом добавишь в титрах. Я хочу сказать, что она 100 килограмм тротила там было. То есть это разнесло бы любой корабль, даже если бы он взорвался рядом с ним вообще. Когда мы приехали в Гагру, говорю, в Гудауту, и на причал вытащили лодку, поставили, объяснили, там любопытных было много, что там за такие вот специальные контактные штучки, что там за оснащение. Все так посмотрели на нас внимательно, на эту лодку, и потом, и никого на причале не осталось. На самом деле, конечно, очень опасная вещь была и могла повредить всю набережную вообще Гудауты. Вот, но обошлось. Задача стояла вектор. Уничтожить вектор, который в то время имел такое оборудование, позволяющее контролировать связь. Следить за нами. Да, следить за нами, связь. Он пришел, договор был такой, поднять вертолет, потому что 18 километров на воде не увидишь, и стукнуть по значит, этому вектору. Но дело в том, что тут артиллерия почему-то включилась, обстреляла вектор, он ушел и больше никогда не показывался. Знаете, завершая нашу передачу, хотел бы у вас спросить, вот каков вообще вклад военно-морских сил в победу и в конечном итоге в завоевание независимости республики? Джамал. Ну, во-первых, военно-морские силы — это полный контроль над морским нашими, да. Это высадки десантов. Высадка десантов неделю, Ачимчира была разделена на две части. Контроль трассу держали неделю наши бойцы, десант. Это всевозможные ночные вылазки, обстрелы. Это баржа под командованием султана Агицева, град на ней, всевозможные орудия, техника, это все передавалось из Западного фронта на Восточный фронт. Как это он уже сказал, это был мостом. Но это все, конечно же, повлияло на общий результат, общую победу, сыграло какую-то свою роль, конечно же. Конечно. Но скромность не позволяет, конечно, вам самим о себе рассказывать, но все-таки о вкладе в общем я бы хотел, чтобы вы сказали. Вклад, конечно, существенный. В чем именно он заключался? В том, что, ну, во-первых, морфлот контролировал всю войну моря. Морские рубежи Абхазии. Это не мог нанести никакого ущерба со стороны моря. Да. Он также мог выйти обстрелять все наши позиции в Гудаута и так тогда, далее. конечно, могли случиться могло случиться очень много бед. Мы продолжим этот разговор о ВМС. И я думаю, что именно вот о тех случаях, которые могут послужить примером мужества, самоотдачи и такой решимости, твердости, да, которая привела к тому, что действительно все море контролирует. Короче говоря, подводя итог, я так скажу, море контролировали, да. Противник на воде был нейтрализован, задачу выполнили,
Да. Выполнили задачу. Да. Правда же, море взяли. Все,